Здравствуйте, вы смотрите программу «Лавзона», в студии Петр Гарчев. Сегодня у нас в гостях руководитель портала love.md и общественной организации медиа Берлин Унион Медиа Виталий Гайдаржи. Здравствуйте и добрый день, Петр. Добро пожаловать. В принципе, это студия родная для тебя. Виталий, буквально недавно, в минувшие выходные, праздновался такой мировой во всем мире Международный день свободы прессы. Учитывая вот это событие, как бы ты оценил состояние свободы прессы в Молдове? Что положительного происходит в последние годы, что негативного? Такой, наверное, номинальный такой праздник, потому что, праздновать свободу прессы, не знаю, мне кажется, что, я и многие мои коллеги к этому празднику, мы как-то, праздник это или просто памятная дата, сложно сказать, как-то спокойно реагируем на это дело. Но если говорить вообще на самом деле о свободе прессы, то в последнее время я бы, выразил бы, если мягко говорить, определенную обеспокоенность, не только в Молдове, но и вообще это тенденции мирового плана. Они связаны со многими факторами. Во-первых, с политическими, геополитическими вопросами, в том числе, что пресса используется как инструмент последние годы, в том числе, и мы знаем, в различных гибридных формациях, в том числе и для, условно говоря, в кавычках, выяснения отношений как между государствами и использования военных действий, так и для того, чтобы дискредитировать определенные политические силы. К сожалению, последние годы эта тенденция стала усиливаться. И поэтому с этой точки зрения, если рассматривать в глобальном порядке, то я уверен в том, что есть очень много вопросов к свободе прессы, и в том числе и реализации журналистами, скажем так, норм деонтологического кодекса, и в том числе и освещение тех событий, которые происходят. И плюс мы не должны забывать и не можем забыть тот факт, что социальные сети различные, очень тесно и глубоко входят в жизнь человека и вошли, и они очень нивелируют, в том числе и создают не очень однозначную картину по информированию жителей планеты, скажем так, потому что сейчас разобраться, кто журналист, кто не журналист, очень сложно, потому что если у тебя есть смартфон, и ты просто прошел и сфотографировал и написал пост, то возможно, что это все разлетится намного раньше, чем кто-то из профессиональных медиа напишет об этом событии в какой-то момент. Если говорить о Молдове и в Гагаузии, то здесь тоже есть проблемы. В Гагаузии мы знаем, что это все время нападки в отношении журналистов, в том числе и определенное агрессивное поведение. Слава богу, что еще не дошло до каких-то там физических расправ, но то, что происходит с точки зрения высказываний или заявлений определенных политиков или около политиков, общественных деятелей, они не создают, скажем так, картину того, что все благополучно. В том числе и с точки зрения функционирования медиа тоже есть проблемы. То есть не только виноваты политики в том, что они высказываются с определенными нападками в области медиа, но и журналисты в том числе допускают очень много, на мой взгляд, ненормальных вещей, в том числе и про освещение. То есть мы не будем обобщать и говорить примеры, но видим, что информационное поле достаточно фрагментировано, и многие СМИ поддерживают определенных политиков, забывая о том, что нужно быть хотя бы частично равноудаленными или дистанцироваться от определенных политиков. То есть даже без примеров. В Молдове примерно такая же ситуация. И то, что Молдова ухудшила свои позиции на 4 пункта, думаю, что вполне закономерные вещи, и они связаны в том числе и войной в Украине, в том числе с вмешательством в избирательные процессы, которые мы наблюдаем на последних избирательных кампаниях как на уровне региона, так и на уровне страны, и в том числе и попытки властей каким-либо образом влиять на эту ситуацию, на мой взгляд, не совсем успешных, если говорить мягко, потому что закрытие каналов определенных не дает результата в принципе, потому что есть интернет, и все, кто потреблял такой продукт, они все равно его могут потреблять. Что касается порталов и сайтов, мы знаем кучу примеров, когда они блокируются по решению органов Молдовы, но они меняют домены, точно так же являются в широком доступе для жителей Молдовы. То есть
практика показала, что эти меры были неэффективны, и они не решили ту проблему, которую должны были решить. Поэтому и плюс по закрытию каналов здесь очень противоречивая вообще ситуация, потому что мы можем, конечно, говорить о информационной безопасности страны в условиях войны в Украине, и в том числе вмешательства различных государств в избирательные процессы на территории Молдовы. Но я в прошлом году писал несколько статей для Freedom House и указывал на проблему, в том числе связанную с закрытием каналов, на что они сказали, что они не поддерживают эти действия властей. То есть это известная мировая организация, которая находится в США, и в том числе ссылались на то, что распространение дезинформации по их позиции и мнению не является причиной для закрытия масс-медиа, то есть должны быть применены какие-то санкции, и что по их мнению и их заявлению это не является положительной практикой. Здесь можно спорить, конечно, но есть и такая позиция, в том числе со стороны международных организаций. И в этой связи я думаю, что в Молдове не нужно обсуждать открытие каких-то дополнительных государственных каналов там на каком-либо языке, а как минимум, наверное, нужно вести более широкие дискуссии для того, чтобы рынок медиа или информационного поля страны более четко регулировать с точки зрения законов, потому что если по телевидению и радио мы знаем, что есть определенные правила игры, и за ними следит аудиовизуальный совет, то давайте признаем, что касается интернет-медиа, сегодня, в принципе, это, наверное, 90% всего рынка информации, который потребляют жители Молдовы, они потребляют его из интернета, а не из телевидения, и не из каналов телевидения и радио. Скажи, пожалуйста, вот я последние годы слышал обсуждение варианта того, чтобы, допустим, вот есть совет по телерадио, да, вот он контролирует ТВ и аудио, и радио, да, а интернет-сайты не контролируются, но вот ведутся такие дискуссии о том, чтобы нужно контролировать и интернет-СМИ, да? Вот ты в какой позиции? Ты видишь в этом больше рисков или ты, наоборот, считаешь, что это необходимо, учитывая очень большое количество, на самом деле, манипуляций и фейков в молдавском медиапространстве? Ну, во-первых, это комплексная проблема, и у нее есть тоже две точки зрения. То есть, в моем понимании, как руководителя информационного портала, я считаю, что должны быть четкие правила, установленные государством. Другой вопрос, какие они должны быть, но это вопрос дискуссии. То есть, в любом случае, здесь может привлекаться само медиасообщество, какие-то эксперты, браться хорошие мировые практики, и в том числе те стандарты и резолюции и правила, которые действуют в странах Евросоюза. То есть здесь вопрос дискуссии. Но в любом случае должны быть нормы и правила, которые будут регулировать эту деятельность. Это первое. И второе, да, нужно предусмотреть, чтобы это не переходило за рамки того, чтобы ограничивали свободу слова или деятельность журналистов. Это первое. Другой вопрос, может ли аудиовизуальный совет иметь такие полномочия, чтобы заниматься и телевидением, и радио, еще и интернет-порталами. Но мы все равно видим, здесь тоже есть проблема, потому что многие медиа, которые сегодня работают, они переходят в формат создания мультимедийного контента. И здесь есть такой нюанс, но давайте признаем, что аудиовизуальный совет в основном регулирует деятельность линейных медиа, то есть речь идет о телевидении и радио, и кабельных сетей или каких-то систем, как Молтелеком или Orange. То здесь, думаю, что аудиовизуальный совет нынешней своей виде не может регулировать деятельность интернет-порталов. Допустим, какой-то новый орган. А какой-то орган, не знаю. Здесь вот нужно изучать практики других стран. Ну, ты как руководитель я думаю, я уверен в том, что нужны определенные нормы, которые будут регулировать, потому что сегодня же проблема заключается в том, что только если медиа, которые работают в интернете, берут на себя ответственность быть ответственными, соблюдать правила, то это только получается их добрая воля, скажем так, да? И допустим, как LAFM, и другие издания, которые публикуют там адрес, электронную почту, состав редакции, то есть мы не скрываем эти вещи и берем ответственность за те публикации, то в основном те, что работают как минимум в Гагаузии, мы же понимаем, что там никто не знает, кто стоит за этой редакцией. Ну, официально мы можем предполагать это. Они не несут ответственность за ту информацию, которую они распространяют. Если их блокирует служба информации и безопасности, то они перерегистрируют домен в другой стране. И, в общем-то, получается, что все в разных условиях.
Если так говорить, очень часто руководители молдавских СМИ говорят, что один из основных вызовов – это финансирование. Да, потому что у нас рынок очень маленький, рынок довольно бедный, и как-то уже в основном все свыклись с тем, что без грантов невозможно содержать независимые СМИ. То есть есть два пути, да, то есть гранты, либо же финансирование со стороны политических каких-то партий или деятелей, да. В этом году уже объявили конкурс, то есть за счет государственных денег будет проводиться конкурс, и, по-моему, уже даже заявки, да, начали принимать. 14 мая дедлайн. Вот эта модель, как ты к ней относишься? Потому что были те, кто сторонники, а были и те, кто говорили, ну как, государство или там правящая партия не может выдавать деньги, потому что, возможно, политическое влияние на редакционную политику этих СМИ, да? То есть есть и плюсы, вот, то есть есть и положительные аргументы, вот есть и те, кто против этого. Ты как видишь эту ситуацию? Ну, например, такой механизм. В прошлом году я был в Братиславе по линии как бы масс-медиа, и в Братиславе очень хорошо работает механизм поддержки со стороны государства медиа. Но у них больше развиты газеты, есть газеты в Братиславе самой. В каждом микрорайоне имеет свои газеты, и они поддерживаются очень активно финансово муниципалитетами, и это работает там, да, и мы не можем говорить о том, что в Словакии есть много проблем с прессой, потому что Словакия уже 20 лет член Евросоюза и входит в евровую зону. То есть это как бы как один из элементов положительной практики, когда государство участвует в поддержке. И они не медиа. жаловались на влияние государства на редакционную политику? Разные были примеры, потому что там была частное телевидение, которое финансировалось из муниципалитета городских властей Братиславы. И, в общем-то, в момент, когда сменилась власть, у них начались проблемы. Но в любом случае речь шла о частном медиа, не об общественном. И здесь, скорее всего, как бы есть свои нюансы, потому что если муниципалитет заказывает тот или иной материал, понятно, он имеет какие-то свои моменты. Но здесь ситуация в другом. В Молдове нет рынка вообще, то есть от слова вообще рекламного. То есть и предположить, что какие-то медиа могут выжить за счет рекламы или предоставления услуг, подписки, поддержки населения, там, потому что сейчас модно медиа там подключать через Patreon, другие краудфандинговые компании. Но это не работает в условиях Молдовы. Во-первых, у нас достаточно не богатое население, недостаточно, мы знаем всю ситуацию, потому что это и низкий уровень зарплаты и пенсий, и плюс у нашего населения нет культуры того, чтобы они подписывались или поддерживали СМИ, и чтобы СМИ могло как бы существовать за счет там поддержки своих читателей. А представьте себе ситуацию, что какой-либо сайт переходит на платную подписку, да? И чтобы ты читал эти новости, ты, там, условно говоря, должен будешь каждый месяц платить там, условно 10 или 20 лей. Я думаю, что тогда вообще аудитории у этих сайтов не будет, даже несмотря на то, в что... в регионах точно будет намного сложнее, в Кишиневе еще более... тоже большой вопрос, то есть содержать... То есть какие-то поступления будут, но я уверен в том, что это даже не позволит там близко содержать редакцию или создавать какой-то конкурентоспособный продукт. Поэтому, естественно, что единственный вариант был это гранты. И после того, как вся история с Юсайдом вышла в начале года, ты помнишь это, и очень негативно то, что многие, скажем так, общественные лидеры, эксперты, политики, которые себя так позиционируют, набросились на медиа, особенно у нас в регионе, и, в общем, с обвинениями, что там кто-то выполнял заказ. Но мы не выполняли заказы, и наши доноры всегда открыты, они опубликованы на нашем сайте с теми донорами, с которыми мы работаем. И никогда доноры, во всяком случае, с которыми мы работаем и являемся партнерами, то нам не ставили условий, в том числе по редакционной политике. Ну, хорошо, но вот этот механизм, который предложили власти Молдовы, то есть выделение грантов через конкурс независимым СМИ. Ну, смотри, Петр, там ситуация такая, не знаю, как бы, если ты вникал в подробности, я немного изучил как бы сам момент и регламент. Во-первых, там очень долго, несколько лет после принятия этого закона, формировался сам комитет. Он там формируется из представителей Минкульта, правительства,
И плюс еще, по-моему, 2 или 3 выдвигает орган саморегулирования, это Совет прессы Молдовы, то есть это не государственная организация, а орган саморегулирования, это для нашей аудитории, кто как бы... И, наконец, он был сформирован вот в конце прошлого, начале этого года, и вот они объявили, наконец, за 1,5 или 2 года первый конкурс. Сейчас речь идет согласно регламенту о распределении 15 миллионов леев, 10 миллионов на национальные медиа и телекомпании и 5 миллионов на региональные. То есть максимальная сумма для национальных могут претендовать до 1 миллиона, а региональные до 250. Условно говоря, если рассмотрим компонент поддержки региональных медиа, это 500 тысяч. Это, условно говоря, 20 редакций, которые смогут получить там по 250 тысяч лей. Это и небольшие, и не маленькие деньги для редакции из 10-12 человек. То есть это, в принципе, расходы на 2-3 месяца. Но сейчас как бы мы не будем жаловаться на то, что государство не дает много денег. И там определены приоритеты. Их, по-моему, что-то 8, могу ошибиться. Но они включают там продвижение имиджа Молдовы, борьба с дезинформацией, в том числе информирование жителей Молдовы в преддверии избирательной кампании, связанной с выборами в парламент. И дедлайн до 14 мая. И сейчас я не смогу сказать, будет это эффективно или нет, потому что это первый опыт. Мы готовим заявку для того, чтобы принять участие в этом распределении, получении этих субсидий. Увидим результаты после того, как будут распределены деньги, и не будем забывать, что мы все-таки в Молдове, даже которая стремится в Евросоюз, и притом всегда любая идея в Молдове может быть извращена до такой степени, что от нее будет больше вреда, чем пользы. Но думаю, что это покажет время. То есть, чтобы не получилось, что хотели как лучше. И получалось как всегда, да. Виталий, хотелось бы перейти к политическим темам. То есть у нас буквально на прошлой неделе было празднование парад 1 мая под эгидой Блока Победа. В этом году его провели. Лично меня что удивило, то, что присутствовали в основном вот сторонники Блока Победа, да, там много пенсионеров и сотрудники разных управлений исполкома Гагаузии. Но не было Народного собрания Гагаузии, то есть ни спикера Дмитрия Константинова, ни вице-спикеров не было, никого из аппарата или сотрудников Народного собрания. На твой взгляд, с чем это связано? То есть отсутствие депутатов Народного собрания? Да, да. Ну, не знаю, мне сложно сказать, я как бы не работаю в аппарате Народного собрания и как-то не задавался этим вопросом, чтобы спросить у кого-то из депутатов Народного собрания. Ну, могу там предположить в шутку, что, может быть, они были на своей маевке и, в общем-то, не успели на то, что организовал Блок Победы. Ну, это если так, немного отойти от темы. Но мы же видели, вот Дмитрий Константинов ездил даже в Москву, когда вот создавался этот Блок Победы, да, он всегда был на всех вот этих мероприятиях практически Блока Победы. Я могу предположить, Петя, потому что, во-первых, у нас на повестке дня стоит дата назначения выборов, да, Народное собрание. И нынешнее большинство в Народном собрании, мы видим в последнее время, ну, имеет, ну, скажем, мягко, немного натянутое отношение с командой исполкома или командой Шора, да, командой мечты. И у них есть определенные разногласия, в том числе и по поводу выборов. И не исключаю, что есть и разногласия, в том числе по определенной повестке дня, которая есть в Гагаузии. Может быть, это и стало причиной того, что они не участвовали в мероприятии, которое было организовано так называемым Блоком Победы. Но думаю, что, скорее всего, мы и не являемся здесь предсказателями, но думаю, что причина все-таки кроется в неких политических разногласиях с командой Шора. Меня удивило на прошлой неделе вот высказывание Георгия Ильича, вице-спикера. Он говорил о том, что в контексте вот межпарламентской рабочей группы, он говорил, что в принципе большинство готово депутатов проголосовать за возобновление, да, но они ждут сигнала от Кишинева. На твой взгляд, могло ли такое быть, может ли такое быть, что в Народном собрании посчитали неправильным ассоциировать себя уже вот с Блоком Победы, и вот они будут пытаться все дальше быть вот от этого политического блока?
Чтобы улучшить отношения с Кишиневым? Ну, если бы это было бы так, наверное, это было бы очень хорошо для Гагаузии. Но я думаю, что не так все выглядит благополучно как бы по этому сценарию. Потому что я вот изучал некоторые документы, которые депутаты рассматривают сейчас в комиссиях. Видимо, будет назначено скоро какое-то ближайшее заседание Народного собрания. И в том числе изучил там проект закона, который Народное собрание будет вносить в парламент, о том, чтобы внести поправки в избирательный кодекс Молдовы, да. Чтобы, потому что там, если помнишь, с 2021 года, по-моему, было включено положение об избирательном совете Гагаузии, который входит в структуру избирательных органов. То есть раньше был ЦИК Гагаузии, сейчас да. Его переименовали. И он никогда не регулировался республиканским законодательством деятельности этого органа, и в том числе сотрудники не входили в список лиц, которые занимают государственную должность. И была проблема, в общем-то, и у сотрудников, и в том числе и с деятельностью. И если ты помнишь, всегда была проблема с доступом к государственному регистру избирателей. В общем, казалось бы, что с момента, как этот орган был включен в список и в положение избирательного кодекса Молдовы, что проблема решена, в общем-то, и все. Но потом не будем сейчас вспоминать историю, что расформировали ЦИК. И сейчас я задался вопросом, когда увидел эту законодательную инициативу, притом на нее уже есть отрицательное заключение Центральной избирательной комиссии Молдовы. То есть мы уже 100% предполагаем и понимаем, что парламент не утвердит эти изменения в законодательство. И я думаю, что автор законопроекта господин Лейчу и многие депутаты Народного собрания однозначно понимают, что им не удастся как бы получить господин Лейчу далеко не глупый человек. Но здесь как бы срабатывает политтехнологический момент, что это очередной раз можно будет сказать, что теперь Кишинев блокирует там организацию выборов в Гагаузии. Но мы понимаем, потому что там последствий много, судебная реформа и так далее. Получается, группа Шора хочет, чтобы выборы прошли как можно быстрее. Да. Группа Константинова понимает, что у Шора намного больше ресурсов и есть желание растянуть, и с надеждой, наверное, что, может быть, центральные власти наконец-то разберутся с Шором и с его схемами. И после парламентских выборов у них закончатся деньги. Ну, может быть, да, и мысли такие. Потому что, на самом деле, это очень интересный момент. Этот дуэт случился неожиданно, но, как и много политических дуэтов Дмитрия Константинова, и они также неожиданно могут распаться. У меня сложилось впечатление, что обе группы не доверяют друг другу, и даже вот этот момент очень важный. Первый заместитель председателя исполкома Илья Узун, человек из команды Константинова, да, то есть ему задали на заседании Народного собрания вопрос: правда ли, что у вас нет права подписи, да, хотя по должности у него должно быть право подписи. Мы помним, во время Ирины Влах, там Вадим Чебан, допустим, имел право подписи, и очень много документов, там, решений. Да, но Вадиму Чебану это право было представлено соответствующим нормативным актом. И здесь как бы, да, то есть мы можем много говорить, я не буду брать на себя функции и там корону, что я являюсь юристом в области конституционного права или там экспертом, но если логически подумать, да, первый заместитель председателя исполкома по праву исполняет обязанности в случае невозможности исполнения обязанностей главой Гагаузии. Но ведь мы же понимаем, что право не означает полномочия. То есть должен был быть, наверное, какой-то нормативный документ, который бы его наделил бы правом в связи с тем, что там Евгения Гуцул находится под домашним арестом и не может, да, условно, даже без домашнего ареста выполнять свои функции, то функции согласно статье такое-то уложение по праву исполняет первый заместитель председателя исполкома и является распорядителем центрального финансовых средств бюджета. То есть логично, да? Но такого документа нет, я не знаю, как бы. Некоторые юристы, которым я беседовал, в том числе здесь в программе, говорят о том, что это незаконно, то есть, безусловно, что он обладает исключительным правом, но все-таки должен был быть нормативный документ,
который наделил бы его правом. Поэтому, не знаю, но некоторые депутаты считают, что если это написано в уложении, то так и должно быть. Но давай посмотрим на аналогию. Ведь когда выбирается Башкан Гагаузии, проходят выборы, мы же прекрасно понимаем, что он вступает в должность после того, как происходит торжественное заседание Народного собрания, да? Инаугурация. Суд представляет результаты выборов, есть решение суда, дальше Народное собрание принимает соответствующее постановление об утверждении выборов и признании, допустим, условно говоря, мандата главы Гагаузии. То есть в любом случае она избрана, есть решение суда, но происходит в том числе и какая-то традиционалистская, наверное, акция, условно скажем, где ее наделяют правом и признают ее мандат. То есть, логически, я думаю, что должен был быть документ, соответствующее постановлению Народного собрания. Но в этой связи думаю, что, может быть, это и намеренно сделано технологами Шора, потому что в уложении есть пункт, что если Башкан не сможет выполнять 60 дней свои обязанности, то есть, условно говоря, что Евгений Гуцул, мы знаем, что суд предписал, что она не имеет права подписывать никакие документы и выполнять функции, но номинально нет постановления, констатирующего, что это время выполняет Илья Узун, да? То тогда, может быть, они в суде будут использовать, что она там исполняла свои обязанности, потому что, я буквально сегодня перед программой заходил на сайт исполкома, увидел там поздравление Евгении Гуцул с 1 мая, но внизу была написана оговорка, если интересно, зайдешь, посмотришь, что данное поздравление было передано через адвокатов Евгении Гуцул в пресс-службе. Немного комично выглядит, но на самом деле, вот посмотришь эту публикацию. У Евгении Гуцул в квартире, может, интернет отключили? Я не знаю, в общем, то есть это поздравление... может быть, она и не имеет права, поэтому через адвокатов передается? Я все понимаю, но согласитесь, это выглядит немного комично, когда на сайте исполкома и официальном сайте Гагаузии публикуется поздравление Евгении Гуцул с оговоркой, что оно передано через адвокатов. Вот у тебя, как у жителя Гагаузии, какие возникают вопросы этого? Или, допустим, кто-то открыл этот сайт за пределами Гагаузии и Молдовы и прочитал внизу такую оговорку. Вот какие у меня должны быть впечатления от этого? Согласен, это странно, но еще больше нам хочется понять, кто в отсутствии Гуцул имеет право подписывать документы. В первую очередь не постановление, имею в виду, а по выдаче зарплаты. То есть кому передалось это? То есть это главный бухгалтер, это может быть один из заместителей какого-то управления. Но я видел, что последнее заседание исполкома председательствующим был Илья Узун, и это вполне нормально, что он председательствует, потому что у него есть такое право, как первый зам председателя исполкома, и видел последний номер «Экспресс-канон», и там написано, что Илья Узун. Насколько вот эта процедура без постановления Народного собрания, может ли он подписывать эти постановления или нет, я судить не берусь. Но больше склоняюсь к тому, что должен был быть правовой акт, который наделил бы его в соответствии с его правом по уложению, в том числе подписывать любые документы. Потому что на любом предприятии, если директор уходит, то зам исполняет обязанности, но на это издается соответствующий нормативный документ. На твой взгляд, кто контролирует сейчас Гагаузию в большей степени? Какая из политических групп? Но если мы видим, что некие люди, которые сопровождают то одного, то другого, стоят в виде охраны, и знаем конкретную связь Кузнецова с Шором, то как ты думаешь, кто контролирует все процессы? Потому что он или рядом с Гуцулом, или он рядом с Илья Узуном. Для зрителей речь идет о Юрии Кузнецове. Номинально он занимает пост заместителя главы управления внешних связей. То есть он даже не начальник управления по делам исполкома, он не пресс-секретарь Башкана, он не пресс-секретарь исполкома, да? И вот что он делает, когда на брифинг выходит Илья Узун, к примеру, и стоит сзади него, и что он делает всегда рядом с Евгенией Гуцул, неважно, там она под арестом приходит в суд или все, Кузнецов всегда рядом с этими людьми. То есть вот что он делает? Он отвечает за внешние связи. То есть это даже не круг его полномочий для того, чтобы... самый работоспособный чиновник в исполкоме. Наверное, да.
ну, как бы я не сомневаюсь в его работоспособности, у меня просто вопрос возникает, что господин Кузнецов делает рядом с Ильей Узуном, первым заместителем председателя исполкома во время брифинга. Потому что он всего лишь является заместителем управления внешних связей. То есть, что он транслирует жителям Гагаузии и аудитории, для кого они это делают, своим присутствием. Хорошо. Следит за тем, чтобы все сказали, как написали, или что он делает. Допустим, исполком, окей, то есть, взгляд, под контролем Шора, то есть там все схвачено, да? Если говорить про мэров, потому что мы знаем, мэры городов Гагаузии точно не вошли в команду Блока Победы там, или других партий, связанных с Шором, да. Очень интересная ситуация с Хидерлес, которая прям вот наглядная картинка происходящего в автономии, да, то есть было письмо, мэрия Чедерунги говорила, что было официальное письмо от исполкома, что не получится провести празднование Хидерлеза на кониферме от Пролин, то есть это уже традиционно там проходило, да. Экстренное заседание муниципального совета Чедерунга, они решают провести его в Центральном парке, Хидерлез празднование, и после этого мы узнаем, что все-таки исполком Гагаузии приглашает на празднование Хидерлеза на кониферму. Что это вообще было? Ну, что это было, я не знаю, потому что когда исполком принимает постановление о том, что у нас есть эпидемия ящера, и в целях карантина, то есть они отменяют праздник, вопрос даже не в отмене праздника, а вопрос в поводе, да, то есть, ну, есть национальные органы, есть АНСА, есть куча служб ветеринарных, национальных, которые следят за этим, да, и мы видим, как бы, сколько суеты и разговоров вокруг, например, чумы у свиней, да, то есть там видим, что есть и государственные органы, которые занимаются ликвидацией последствий, то вообще о ящере мы не слышали ничего, особенно на кониферме и в Гагаузии, и вдруг на заседании исполкома вот возник ящер. То есть было понятно, что или они не хотят проводить этот праздник по причине, ну, может быть, потому что Евгения Гуцул находится под арестом и не сможет быть там, ну, вполне же возможно, Но да. ей точно было бы обидно пропустить этот И праздник. плюс, как бы, вся ситуация политическая, которая сложилась в Гагаузии, да, давай вспомним демарш некоторых депутатов в посольство США, евроделегацию, где их не приняли. То есть было понятно, что проведение этого праздника по сути в таких условиях провалится, потому что он же в большей степени сделан же не для жителей Гагаузии, мы же понимаем. А это такая была внешняя картинка, когда все башканы использовали для того, чтобы туда приехало руководство страны, дипломатический корпус, и там, в общем-то, как бы там, может где-то провести какие-то переговоры, показать, что в Гагаузии все хорошо. Теперь как бы... Много еды, много Да, и все у нас напитков. благополучно. Сейчас как бы это никак бы не сработало. Смысл затрачивать свои усилия, да? То есть мы знаем логику Шора и с парком в Кангазе везде. То есть если в итоге нет они же отдачи... захотели провести его? Ну, здесь сыграла роль, наверное, то, что примар Чедерлунги Анатолий Топал оказался как бы, ну, со стержнем и решил, что праздник может провести город независимо от решения исполкома. А теперь уже получилось, что раз примария проводит, то, ну, как здесь не проведет? То есть тоже проведем мы скачки и все, но все-таки масштаба не будет. И, наверное, Киркоров не будет петь там гимн Гагаузии на русском языке, скорее всего, 6-го. Но, в общем, поживем, увидим. Уже есть искусственный интеллект, так что можно подготовить любого певца. Да, то есть и даже Шора можно, да, дублировать или генерировать через... Но если честно, я до сих пор не уверен в том, что это действительно пел Киркоров или Басков, вот эти вот песни во время избирательной кампании в Башкане. Ну, не знаю, я как бы не берусь судить, насколько это было достоверно или нет, но почему нет? За деньги разве сейчас что-то можно не решить, какие-то проблемы? Просто если уж искусственным интеллектом могли бы голограмму Евгении Гуцул создать, чтобы она все-таки пропиарилась. Смотри, ощущаешь ли ты уже в автономии, ну, в Молдове, или в Молдове даже в целом, начало предвыборной кампании на парламентские выборы? Да, потому что мы видим политические партии, заявления, участие политиков. Ну, давай вернемся к тому же 1 мая, где и Воронин вместе с Тарлевым там в Кишиневе
выходили, там что-то Ну, и говорили. лидер социалистов Игорь Додон признавался, что это уже... Да, они и готовы. социалисты, и в том числе вот заявление социалистов о том, что они уже будут не социалисты, а сувереналисты, в общем-то, как бы Ну, не знаю. возможно, да. Да, но не знаю, как бы что Переименование. поменяется, что он имеет в виду под этим. Но в Молдове, да, пока еще не очень активно, но некоторые партии ведут достаточно активно, включая, допустим, партию Ирины Влах, потому что ни день, то заявление обвинения в центральных властей. То есть в Молдове, да, в Гагаузии тишина. В этой связи ожидаешь ли ты такого жесткого столкновения между блоком Победа и между социалистами? Потому что ПАС точно в Гагаузии это не их электорат, да? То есть они как бы в любом случае будут настроены на другие регионы. А в Гагаузии как раз вот эти две основные партии. Ну может быть еще блок Альтернатива, да? Тут будет активен, потому что все-таки учитывая, что Александр Стояноло в их рядах, плюс в целом их стратегия, она направлена в том числе и на русскоязычные такие регионы. Ну смотри, Петя, я видел результаты на прошлой неделе Айдата, которые проводили опросы мнения, и ну, мы понимаем, что такое социологические опросы, но в любом случае говорить, если о каких-то тенденциях или предпочтениях граждан, они отдают, что все-таки ПАС будет иметь большинство в парламенте, может быть 45 мандатов. На второе место все равно как бы кто-то пройдет из тоже проевропейских сил, что даст возможность создать проевропейскую коалицию. Они дают там 6 или с чем-то процентов с блоком Альтернатива. То есть считают, что по этим опросам... То есть он не пройдет? По этим опросам выходит, что да, пройдут. Но многие аналитики считают, что сегодня нет вообще как бы... И я смотрел программу на одном из телеканалов с участием Цирану и лидера низкой блока. И, в общем-то, ну, я знаю, что в парламенте есть законодательная инициатива о том, что блоки должны будут обязательно проходить регистрацию. И я вот изучал этот момент, потому что на прошлой неделе, по-моему, блок партии социалистов тоже давал какие-то поправки в этой части против него, но правительство не одобрило эти законодательные инициативы. Соответственно, парламент вернется этот вопрос. Поэтому еще нет ясности, сможет ли блок Победа участвовать в выборах, потому что он не был зарегистрирован официально. То есть это просто была тусовка в Москве. Притом там участвовал Шор от партии Шор, которая вообще признана неконституционно и ликвидирована. То есть она даже на момент, когда объявлялась об этом блоке, являлась частью блока, а теперь этой партии вообще нет. Ну окей, у них есть сателлиты. Есть партии, которые близки к Шору, и увидим их ближе к выборам, поэтому с блоками нет ясности еще. То есть с альтернативой тоже есть вопросы, да? Вот последние недели мы видим, что есть много вопросов к ним, то Ион Чебан там делал какие-то заявления, то он там встречался там с сыном Трампа, еще с кем-то, и тоже пока нет ясности, доживет ли этот блок до избирательной кампании блоком, или они пойдут по отдельными партиями. Поэтому про блоки сейчас рано говорить. Но предвыборная кампания в Молдове, да, уже началась. Ну, в Гагаузии, на твой взгляд, какие партии? Потому что давай вспомним вот инициативы, которые были утверждены, бюджет плюс, это пасхальные выплаты. Да. Это же все как бы есть избирательная кампания. То есть, безусловно, что это очень хорошо, что правительство думает, что поддержать граждан, которые находятся в трудной социальной ситуации. Но давайте признаем, что это ничем не отличает их ни от Шора, ни от социалистов, которые принимали такие же решения, потому что это опять же делается за 2-3 месяца до выборов, и мы понимаем, что это имеет всего лишь электоральный посыл. То есть правительство так и не решает проблему людей, чтобы увеличить их доход. А если учесть, что этот бюджет плюс идет вплоть полностью из денег, которые предоставил Евросоюз, то, давайте... На экономическое развитие Молдовы. Да, и не будем скрывать, мило, не спрячешь шило в мешке, потому что это тоже электоральные цели. Поэтому... Смотри, вот я слышал две версии. Одни критиковали ПАС за то, что,
получается, вы там, не помогаете людям, вот нужно больше популистских каких-то вот движений, потому что вот Шор там, через Шора какие-то деньги дают, вот людям без разницы, вот эта европейская дорога, им важно, опять же, это версия, да, это то, что среди народа обсуждается, им важно то, что достается к карману, да, и вот они, в принципе, пошли по наиболее такой протоптанную тропе, да, выдать там по 1500 Мы леев. прекрасно понимаем об этом, что вопрос не в том, что они выдают эту помощь, но она же разовая. И она не покрывается за счет доходов бюджета, она покрывается за счет финансовой помощи, предоставленной Европейским Союзом. И на следующий год эти люди не получат этого, потому что выборы пройдут. И вот это является очень плохим сигналом, потому что эти методы использовались на протяжении 30 лет существования Молдовы. И мы уже хотим видеть другие моменты. То есть или вы вложите и развиваете, поддерживаете бизнес, который улучшит собираемость налогов и позволит решить проблемы людей, инвалидов и пенсионеров. Но не делать вот эти подачки перед выборами. Проблема же не в том, что они дали, а что она разовая. Но на твой взгляд, эта стратегия сработает для того, чтобы Но она поднять все равно рейтинг? принесет свои, мы же понимаем, наш народ как бы... Тем более, когда у тебя есть определенный стойкий свой электорат, и ты его еще и поддержал. Давай не забудем, что эти деньги сейчас еще будут получать и представители диаспоры, которая традиционно голосует и дает большинство голосов правящей партии. То есть я хочу, чтобы наша аудитория поняла, я не против того, что правительство поддерживало социально незащищенные слои населения. Но это должна быть не разовая помощь, а должна быть стратегия. А когда мы имеем по прогнозам правительства 0,6% роста по ВВП, а европейские банки всемирно дают, что это будет 0,1%, то ну о чем мы говорим, да? То есть, о чем мы дальше мы говорим? Говорили, что несколько процентов будет рост. Сегодня вот... Пересмотрели, к сожалению, для нас. Виталий, я благодарю за беседу. Очень хорошо, что удалось сразу несколько тем обсудить. И, конечно же, будем следить с интересом за развитием событий не только в автономии, но и в Молдове. Я напоминаю, что вы смотрели передачу Love Zone. В студии был Петр Гарч, ведущий, и гостем был Виталий Гайдарджи, руководитель общественной организации «Медиа Берлин Медиа» и директор портала love.md. Оставайтесь с нами и всего доброго.